Уважаемые друзья, подписчики нашего канала, вот этот вот там сейчас хотел сказать секрет, да, небольшой. Я сам удивился и хочу вас удивить. Посмотрите, какая теплица. Посмотрите масштаб этой теплицы. И это все вот построил хозяин этого места, Сергей Георгиевич. Мы с ним сейчас с вами начнем все сначала. От чего, как, что, да и как сейчас будем показывать внутри. А это я вот снаружи снимаю и показываю вам, чтобы вы понимали масштаб работы и трудов, сделанных здесь, насколько они велики. Так, Сергей Георгиевич, это у нас что? Вот это? Это забор, скважина, забор воды. Ого. Идет отсюда. Высота какая здесь? Да, высота, по-моему, 30 метров. Это вы сами построили? Это уже на объекте была скважина, когда мы приобрели объект в конце 90-х. Это воду туда качает наверх, да? Насос внизу, да, она там 100-метровая скважина. Идеальная вода. Вот это насосная. И вода. Куда поступает вода? Вода поступает непосредственно туда, в емкость 70-кубовую. Сюда. Через теплообменник подогревается. А это узел котельной. Вот это круглая. Отопительный узел. Круглая это бойлер, котлы работают на этот нагреватель 250-кубовый. Получается. И когда резко идет потребление в теплице, тогда у нас есть аккумулятор тепла, который дает возможность компьютеру отслеживать климат в теплице. Понял. А да, вот это... можем зайти в котельную, покажу. Да, давайте посмотрим. А вот это синий дизельный. Дизельный это дизель 400 киловаттный. На всякий случай непредвиденное отключение централизованной электроэнергии. Когда свет Зимний отключается. период нельзя останавливать подачу тепла. Два дизеля у нас. Вот это 400 киловаттный и вот это 200 киловаттный. Котельный живет. Открывай, заходи. Бисмилля, это котельная. О, тепло здесь. О-хо-хо, машаллах. Два котла. Вот этих, да? Да, тонна пара в час. Это, то есть это 1 мегаватт каждый. Охо. Вот это да. Что, снимаете? Да, здравствуйте. Как поживаете? Да ничего, Нормально? Спасибо. Понятно. Я сейчас Замечательно, да. А вот эти котлы красные, это что? У нас это что, вода или что это греется, что или что? Все на компьютере, да? Компьютеризированно все само все делает, в автомате. Отлично. Замечательно. Все молодцы. Вот, ребята, как надо делать, видели? На бытовой корпус. Это у нас административно-бытовой корпус. Мы сейчас туда заходим. Скважина вода. Бисмилля. Вода со скважины поступает вот сюда. Здесь 70 кубов воды. Через теплообменник пройдем туда, там теплообменник. Через теплообменник подогревается до нужной температуры в зависимости от времени года. Вот, попадает в те емкости, где два двигателя, миксеры так называемые. Вот эти. Да, там туда засыпается удобрения, мешаются, вот, доводятся до нужного и перекачивается сюда смеситель. И вот этот смеситель уже подает в теплицу питание. Это 4 емкости, разные растворы, огуречные и томатные. А это вот это удобрение, да, получается, да? А это удобрения, да. Ну, они на складе, а сюда подвозим только по необходимости, чтобы не захламляться. Это гребенка, отопительная гребенка. Это узел гребенки. Ого. Насосы везде, в каждом стоит, да? Вот здесь стоит компьютер, который отслеживает климат, температуру. Откройте-ка. Вот это показывает щит управления котельной подогрева.
А, Вот это в емкости температура воды. Вот нижний это нижний слой. И пошло выше. Вот верхний уровень, 8 уровень 79 градусов на данный момент. А нижний уровень 64. Когда идет разбор тепла, этот становится синим, охлаждается. Естественно, в автомате включается котел и греет аккумулятор. Вот тот 250 тонны. А с него уже идет разбор. Когда в холодное время года солнце село, и резко надо подать тепло, идет разбор. Да. Ага. Вот с этого компьютера идет управление. Тут графики, все это. Ага, понял. Понял. А вот в этих жидкостях что, водород? Это здесь и средства защиты растений, и обработки. Понял. Ага. Это комната приема пищи. Ага, здесь. Да, комната приема пищи. Это шкафы управления, климат и вручную, и на всякий случай, если надо открыть вручную, мы здесь смотрим датчики вот, режимы температуры, и идем, если открываем вручную, если есть аварийная ситуация. Щиты управления, вот раздевалки бытовые, Здесь. кабинет руководителя. Сейчас назад И будет вот, идти. вот санитарный узел, где здесь идет дезраствор. Чайте какая-то. Хорошо. О, уважаемые друзья, смотрите. Бисмилля. Ого, смотрите. Что растет здесь? Вниз посмотрите, что это. Это у нас вот что это? Капельное орошение или что это? Вот это внизу? Или это подпитка? Да, это получается субстрат в этих мешках. Ага. Вот. Это метод выращивания на гидропонике. Субстраты, минераловатном субстрате. О, поспевают, да? Огромные такие. А вот когда вот последний, через какое время она поспевает? Например, помидор. Ну, вообще от момента посева семечки в рассадном отделении 120 дней. Сначала в рассадном отделении высеваем семечку. Ага. Она в 60 дней растет в рассадном, а потом ставим на мат в овощное отделение. Вообще 110-120 дней, в зависимости от гибрида, от сорта. Да, По классике 120 дней. Класс. Класс. От момента посева до первого сбора урожая. 120 еще дней, зависит, да, от количества солнечных дней, кто досвечивает, кто не досвечивает. Мы томат не досвечиваем, пока планируем. Вот сейчас в стадии принятия решения. А огурец досвечиваем. У вас с левой стороны томат, с правой Да, стороны вот здесь огурцы, да? одно это рассадное отделение. Мы томат с рассадного, когда высадились, а там следом, чтобы рассадное не пустовало, досветка есть, огурцом засаживаем. Ого, такую громадина. Такая громадина. А он там наверху вентилятор стоит. Вы что, Вентилятор охлаждаете, это что для ли? обмена воздуха для в жаркий период времени. Для того, чтобы обмен происходил, форточки открываются, вон механизм открывания. Он там наверху, да? Теплица пленочная, двойная. Получается, вон там насосы вот висят, двигатели. Даже двигателя и висят, шланги. да? Это идет поддув, подкачка в автоматическом режиме. Задан параметр, сколько должно быть. И они работают под поддув. Вот его даже слышно, шумно, это поддув. Да. Везде камеры, да? Вот там вот понял. уже Ого, уже покрасневший. да, Ребята, покрасневший посмотрите. томат. Все уже здесь вон. Длину Это посмотрите. вот так делается. Ага, сейчас. Вот так, наверное. Здесь огурцы уже, да? Это так делается.
Там дальше вот баклажан покажу. Ага. Вот он огурец. Парни. Вот это калачи и отопительные трубы. Внизу И по ним вот эти. ездят тележки и обслуживает, овощевод обслуживает растения. Ага. Вот тут у нас есть досветка. Это рассадное отделение. Мы томат высадили, его высадили, выращивали. Классно. Вот, ребята, видите как? Машаллах. А слева вот Красота. баклажаны. О, о, вижу баклажаны. Хо-хо-хо. Класс. Машаллах, молодцы, вообще грандиозный. Теплица я первый раз увидел, вообще удивлен, конечно, максимально. Ага. Шмели летают. Вот теплица опыляют. А, шмели летают здесь, да? Вот можно заснять это шмеля. А, вот он это сел на этот. Они это сами же прилетают, да? Или Нет, вы у них своих есть держите? домики, вот домики. Вот. Где они? Вот шмелиные домики. А, ну-ка. Вот шмелиные домики. Ой, это как коробки. Вот они, оказывается, где живут. А, вы сейчас что делаете, Сергей? Форточки открывают. Где он открывается? Вон видно, что А, вот чуть-чуть открылось сверху вниз. А, это чтобы воздух заходил, да, проветривать, да? электричество отключили, поэтому в ручном режиме. Понял. А вот эта бочка для чего? Это для обработок, для подкормок и для А, понял. вредителей. О, шикарно. Отлично. Смотрите, какие помидоры красные, какие они огромные, мясистые. Самое покопал везде, это Хорошо, отлично. Уважаемые подписчики, посмотрите, какие впечатления. Вот смотрите, везде. Хо-хо-хо. Вообще замечательно. Хо-хо-хо. Вообще замечательно, отлично. С этой стороны. Лист убрали, поэтому больше нужно присесть и Да, вот пчелы, ребят. Вот так вот присесть. А, и- вот и она вот- где. О, машаллах. Сергей Георгиевич, вы меня вообще поразили. Вообще замечательно, отлично. С этой стороны. Лист убрали, поэтому больше нужно присесть и Да, вот присесть пчелы, вот так- ребят. Вот так вот присесть. А, и- вот и она вот- где. О, машаллах. Сергей Георгиевич, вы меня вообще поразили. Конечно. Это совсем другой вид. Видите, в каждом пролете вот такие пчелиные домики есть. И они здесь живут, опыляют, летают. Машаллах, красота. Ну вот отсюда. Ага. Это рабочая тележка, вот овощевод. Овощевод сейчас вот эти крючки поворачивает и приспускает. И вот растения, когда доходят, вот как здесь вот под шпалеру, они приспускают и опускают. Вот это растение не опущено, а это уже опущено. С наклоном. Вот так, Да, с наклоном. наклоном. А, ниже, чтобы было. Да, чтобы она ниже была, чтобы вот та зона, которая собирается горячий теплый воздух, она уходила, и растение головы, макушки не обжигалось. Ого. О, да, красота. И вот на этой тележке они проезжают до На этой конца тележке и... она поднимается, регулируется. Это гидравлическая тележка. И овощевод обслуживает растения. Подкручивает, удаляет лист. Вот сейчас приспускание сделали. Потом пройдут низовики, удалят нижний лист до третьей кисти. И будет чисто вот висеть плоды. Потом период проходит вегетационный, тоже верхние кисти уже тоже растут, опылились.
опять приспускается, когда макушка поднялась. И вот так технологический процесс, до 15 метров лиана растет. Ого, 15 метров. О, Здесь у нас сортировка и склад Готово. готовой продукции. Ага. Да. Бисмилля. Здравствуйте. Здравствуйте. О, красота. Сортируют. Ага. Если разрешите, они снимут. Можно, да, вас снять? Сортируют. Конечно. О, спасибо. Сейчас сниму эту кофту. Прическа как? Нормально? Отличная прическа. Да? Да, прекрасно выглядите. О, самый главный. Сортируют Ага. продукцию. Это готовая продукция. Вот так складывается, так сортируется, да? Вот. Первый Прекрасно. сорт красивый. Ага, классно. Классно. Да. Товарный вид. И вот склад. Ага. Ну вот огурцы можешь снять, и вот эти тоже. Вот такие огурцы уже готовой продукции. Вижу. Красота, красота. Мне ящики вот эти понравились. Можно я их засниму? Смотрите, пожалуйста. что написано. Видали? О, Ну и вот тут складируют этот склад. Сейчас я свет включу. это склад готовой продукции. Уже мы с вами заходим. Бисмилля. О-хо-хо. Ну тут еще остались маты, сейчас увезем их отсюда. Вот так вот выглядит палет на отгрузку. Ага. Шикарно. Молодцы, вообще молодцы. Вообще молодцы. Отгружаете хоть куда или только вокруг? Да, отгружаем в основном здесь по краю, но есть и заказчики, договора забирают и дальше на Москву, и на север. Ага, вы посмотрите, какие помидоры, У ребята. нас комбинат, в принципе, небольшой. Это первая очередь. Следующее развитие будет 6-гектарник, а пока пилотный проект гектар. Здесь красный, а вот здесь что, зеленый? Здесь нет, это, Или это что? желтый сорт. А, сорт такой. Да, желтый сорт. А можно посмотреть? Да, пожалуйста, можно снять. Ага, можно? Сейчас я удалю. Вот он какой Да, красавец. он еще дойдет, пожелтеет, он слева. Мгм. Потом они вот такие станут, да? Да, Желтые. лимонного цвета. Классно, шикарно. А это вот О, а это бордовый. бордовый. Это другой сорт, да? Это Помидора. сорт пинкой. Пинкой, то yellowкой. Ага. Вот такой. А помидоры такие. Машаллах. Классно. Шикарно. Дай Бог вам здоровья. Побольше клиентов, побольше таких творений. Пусть Всевышний поддержит. Машаллах. Отлично, отлично. Я девочек сразу заодно сниму. Да. Краснодарских красавиц. Красавицы краснодарские, видали? Какие они. Армяночки. Да, красотулечки. Вот такие огурчики, помидорчики выпускают. Выращивают. Да, складывают все. Готовая продукция. Вас за раз будут смотреть 85 тысяч человек за раз по всему миру. Да, такой канал. Так надо было предупредить, чтобы мы оделись. Да, вы и так красивые, что вы. О, видали? Ой, красота. Молодцы. Производство такое классное. Ай-яй-яй. О, видали? Ребят, смотрите, какие они огромные. Какие цвета. Вот труд. Что делает труд человека, видите? С нуля начиная, заканчивая вот такими прекрасными помидорами, огурцами, баклажанами. Людей радует, выращивают, подают на стол. Это же прекрасно. Молодцы. Молодцы. Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия в обоих мирах. Вашему директору предприятия, хозяину предприятия тоже пусть Бог даст долгих лет жизни и здоровья.
Я просто впечатлен очень сильно. Прекрасно, прекрасно. Отлично. Да, замечательно. Ну ладно, девочки, до свидания. Помахали. Счастья, благополучия вам. До свидания. Очень было приятно. Приезжай. Взаимно, взаимно. Спасибо. Видите, какое у нас настроение. Сразу. Да. Уважаемые друзья, подписчики нашего канала, на этом мы сегодняшнюю передачу заканчиваем. Желаем вам всем счастья, благополучия в обоих мирах. Стройте вот такие теплицы, делайте труд, подавайте на стол людям халаловую продукцию, чтобы все радовались. И хочу поблагодарить хозяев этой теплицы, этого производства. Хочу им тоже пожелать счастья, благополучия в обоих мирах. Пусть Всевышний поддержит, не болеют, долгих лет жизни им, ихним семьям. За то, что вот такое они сделали, понимаете, это не каждый может, я вообще впечатлен. Прекрасно, просто шикарно. Посмотрите как, охой, вообще замечательно. Вообще отлично, вот когда снизу смотришь, сколько всего, сколько. Ай. Пусть Бог даст. Отлично. О, смотрите, смотрите, как гроздья винограда, как будто. Машаллах. Охо-хо. Молодец, дядя Серега вообще красавчик. Посмотрите. О, это даже, знаете, даже, я бы сказал, виноград столько не дает. Ну, пусть никто не сглазит, ребята. Просто учитесь. Просто учитесь. Это вот наш контент рыбный, конечно. Но вот это, да, я не мог просто мимо пройти. Даже попросился, да, говорю, пожалуйста, покажите, чтобы я заснял, чтобы люди видели, как можно делать, и что нужно делать, и как нужно это все делать. Вы посмотрите, как грамотно. Везде чистота. Все продумано. Вплоть до самых мельчайших деталей, вплоть до этих пчел, да? Шмелей, то есть. Вах. Дядя Серега красавчик. Я очень рад, что Аллах нас познакомил друг с другом. Замечательно. Развития вам желаю, развития. Да, благодарю. Еще приедем, чтобы можно было за целый день, чтобы это все не обойти, да, как говорится. Ну вот, ребята, уважаемые друзья, подписчики нашего канала, на этом мы сегодняшнюю передачу заканчиваем. Будьте здоровы, не болейте. Счастья и благополучия вам. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Хурматтуу бир туугандар, мына биз Краснотарский крайга келип, Серега Байкенин үйүнө келип алып, момундай теплицасын көрүп, силерге көрсөтөлү деп чечтик. Ушунун баарын силерге көргөзүп, баардыгын тартып, ушундай кылып жасаса болот экенин көрүп, ушундай кылгыла деп ушуну жасап атабыз, тартып атабыз силер үчүн. Бир туугандар, көрдүңөрбү кандай нерселер жасаса болот? Субханаллах. Машалла, да, ар бирибизге ушундай нерсени Кудай Таала насип кылсын. Ар дайым ушундай жакшы, адал нерселерди жасап, элдердин столдоруна берип, элдерди кубантып дегенде карасаңар, каралачы. Эмне деген тамак аш. Эмне деген помидорлор карасаңар, даже жүзүм мынча өспөйт. Аллах акбар, Аллах велик. Макул анда эмесе, аман эсен, жакшы тургула. Россиядан баргандан Кудай буйрса Кыргызстандан жолугабыз. До следующих встреч. В следующем городе, не знаю, где мы еще встретимся. Но мы пока сейчас в России, в Краснодарском крае. Благодарю хозяев и вас за внимание. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.